Он так спроектирован, что на каждом этаже имеется... Этот объект был довольно сложный тем, что... Здесь очень удобно, здесь просторно. Перепрофилирование жилого дома. Совсем недавно молодая девушка проходила практику в отделе «Единое окно» муниципального предприятия «Бишкек-Главархитектура». Сегодня Насыйка Тайдаралиева, специалист отдела архитектурно-планировочных условий предприятия. 3 года назад окончила Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры, ранее КАСИ, сегодня КГУСТА. Ах да, Насыйкат продолжает учебу на магистратуре факультета архитектуры и в этом году уже заканчивает. Когда я еще была студенткой, на последнем курсе меня отправили в главархитектуру, сюда, на практику. Практику я проходила в отделе «Единого окна». Очень интересно было, планировала здесь остаться, очень понравилось. Особенно коллектив, дружный, сплоченный. Немного цифр. Сегодня в КГУСТА осуществляется подготовка кадров по 60 профилям и 38 направлениям. В университете обучаются около 10 тысяч студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Имеются в его составе 9 крупных институтов, 37 кафедр. Учебный процесс реализуется на базе 49 учебных и исследовательских лабораторий, более 1800 компьютеров, более 70 филиалов кафедр. Ежегодно трудоустраиваются более 80% выпускников. Кстати, всего на сегодняшний день в муниципальном предприятии «Бишкек-Главархитектура» работают 98 выпускников КГУСТА. Насыйкат во время обеденного перерыва с удовольствием согласилась съездить в родной вуз, пройтись по коридорам и вспомнить студенческие годы. А сейчас мы находимся в кабинете архитектурной графики. Кстати, на этом месте я и сидела, когда была студенткой. Это был один из моих любимых предметов. Что касается помещения, этот кабинет спроектирован так, что здесь достаточно света за счет больших окон, как вы можете здесь видеть. Даже при выключенном свете здесь достаточно естественного света. Автор проекта строительного факультета Фрунзенского политехнического института, ныне, как я уже сказал, КГУСТА, архитектор Юсуф Тагиров рассказывает о тех проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться во время проектирования этого здания. Значит, конечно, в этом объекте страдает его образное решение. Во-первых, большую лепту внесли отрицательные, так сказать, строители. Значит, во-первых, они потребовали применения типового каркаса. Во-вторых, мне было отказано в индивидуализации фасада. Вот такие были тогда условия проектирования. Вот. Но мне кажется, что в той обстановке, в которой, скажем, был решен этот вопрос, я достиг максимального результата. Еще один недостаток, по мнению архитектора, это вот эти зеленые ели, которые через несколько лет закроют фасад университета. Он надеется, что руководство вуза все-таки пересадят деревья и сохранят задумку архитектора. Вот в данном случае мы вот видим сейчас на существующей территории высококронно-озеленая зелень, это, скажем, ели, которые, конечно, лучше было бы убрать и оставить зеленую лужайку, которая, во-первых, кажется, раскрывает здание, во-вторых, создает пространство перед территорией, вот, и в будущем они вообще, кажется, разрастаясь, вообще закроют эту территорию. Конечно, это было бы плохо. Если вы смотрели мой материал про южные ворота, то вы помните, как за определенный период времени деревья закрыли фасадную часть южных ворот. Теперь можно только по фото видеть задумку автора проекта. Достоинство этого проекта заключается в том, что на минимальной территории была максимально представлена возможность разместить учебно-материальную базу для студентов и с одной стороны, с другой стороны создать такую вот объемно-пространственную запоминающую композицию. Вот. И самое главное, значит, что это позволило в итоге на этом месте создать строительный университет. И потом выводить на масштабность
Это будет очень удобно. Студент первого курса факультета дизайна архитектурной среды Ислам Абдивалиев поступил на бюджет своими силами. Говорит, что ему интересна профессия архитектора. За несколько месяцев учебы он оценил здание и говорит, что претензий у него нет. В университете меня устраивает то, что все 3 корпуса находятся на одной территории. И есть связь между первым и вторым корпусом. Ну, можно будет через первый корпус попасть на второй корпус, не выходя на улицу. Ну, конечно, не совсем нет претензий. Тяжело студентам, особенно во время курсовых работ. Им приходится носить большие планшеты с 1 на 7 и обратно. Ну, ничего, в здоровом теле здоровый дух. Да, на неработающий лифт жалуются и выпускники прошлых лет. Говорят, не помнят, когда он работал. Кстати, указом президента Кыргызской республики от 17 октября 2008 года имя Насердина Исанова присвоено Кыргызскому государственному университету строительства, транспорта и архитектуры.